Чебоксарах прошел форум чувашских путешественников. Энтузиасты своими силами организовывают подобную встречу уже в третий раз. Это некое подведение итогов, где активисты делятся своими эмоциями и впечатлениями от поездок. Не все приверженцы традиционных средств передвижения. Изучать мир можно и на самодельном катамаране, и на велосипеде. У любителей крутить педали, кстати, накопилось немало предложений по обустройству специальных велодорожек в городе. Также они высказали претензии к уже имеющимся. Как сделать поездки на велосипеде по родной республике комфортнее и безопаснее? Предложение активистов выслушала Вероника Павлова. Если вам что-то не по себе, вы сядьте на велосипед и крутите педали. Совет от заядлого велосипедиста Вячеслав Платонов, несмотря на почтенный возраст, преодолевает десятки километров за раз. Он основатель велодвижения «Солнце на спицах». Сумел собрать вокруг себя немало единомышленников. В этом году велосипедисты взяли за правило встречаться по четвергам на Московской набережной. Оттуда прокладывают маршруты по городу или изучают окрестности Чебоксар. Первое, что бросается в глаза, рассказывает Вячеслав Платонов, это необустроенные велодорожки. Вернее, они есть, но прокладывали их явно те, кто далек от велосипедной тематики. Например, от рощи Гузовского в сторону деревни Хыркасы есть специальная трасса для катания. Однако заканчивается она внезапно. И чтобы доехать до населенного пункта, приходится выезжать на оживленную трассу. Есть методические рекомендации Министерства транспорта России. Очень добротные, очень внятно, понятно изложенные. И там есть и СНИПы, строительные нормы и правила, по которым надо делать эти велодорожки. То есть вообще-то уже не надо изобретать велосипед. Надо просто брать и делать. А для этого нужна воля. Наверное, какая воля? Воля менеджера города, администрации города. По словам Вячеслава Платонова, раньше в Чебоксарской администрации даже специальная рабочая группа была по вопросам развития велодорожек в городе. Спортсмены-любители решили помочь местным властям и поделились своим видением обустройства мест для катания. Составили целую резолюцию, но мало прокладывать трассы, необходимо внедрять в массы велокультуру. Сотрудники ГИБДД приходят, к примеру, в школу и рассказывают, как переходить дорогу, ну, такие вот вещи. Но они не рассказывают, как вести себя на велодорожке, на велополосе. То есть в итоге мы видим, что дети могут спокойно идти по велополосе, что крайне опасно. Форум прошел в третий раз. Активисты между собой даже день чувашского путешественника определили. Это 21 сентября. Людей, кому наскучили традиционные поездки, в республике немало. Есть энтузиасты, которые пересаживаются на самодельные катамараны, отправляются на поиски кладов по Ветлужье по следам одноименной книги. Причем самим авторам истории эти вдохновляют, и ими нужно делиться. Поэтому чувашские энтузиасты планируют возобновить традиционные встречи на базе Национальной библиотеки. 7 октября, например, Петр Бритвин расскажет про парусную экспедицию и как он собственноручно смастерил плавательное судно и отправился покорять Ладожское озеро. Вероника Павлова, Дмитрий Макаров, Вести Чуваша.